Вчера около 16 часов мы поехали встречаться со Светланой Тихановской для того, чтобы подать жалобу в Центральную избирательную комиссию. На подъезде к площади Ленина мы заметили, что площадь перекрыта, там было очень много людей в черной форме. Мы не смогли припарковаться, не смогли выйти, нам пришлось через другую сторону переходить. Нас также не пустили через какие-то выходы из метро, нам пришлось пройти чуть-чуть дальше. В итоге со Светланой мы встретились, и мы прошли в здание Центральной избирательной комиссии около 16:05-16:10. Светлана хотела подать свою жалобу, и на проходной ее остановили, потому что не разрешили ей пройти сначала с ее адвокатом Максимом Знаком. После долгих переговоров мы говорили о том, что это 62-я статья Конституции, что каждый человек имеет право на юридическое сопровождение постоянно. Через какое-то время их все-таки вдвоем пропустили вместе с жалобой. Их отвели в приемную Лидии Михайловны Ермошиной. После чего Светлану пригласили в кабинет вместе с Максимом, но Максиму потом пришлось остаться за дверями. Он не находился в кабинете, в которой осталась Светлана. Через очень короткое время госпожа Ермошина покинула свой кабинет, и все 3 часа, нам достоверно известно, все 3 часа Светлана находилась с 2 высокопоставленными представителями силовых структур. Результатом этого, через час, я все это время находилась со своими коллегами на проходной, мы видели, как приходили люди, предположительно с оборудованием, похожее на видеооборудование, это было где-то через час после начала их переговоров. Все это время Светлана находилась наедине с этими 2 чиновниками, представителями силовых структур, она была без связи со своим адвокатом. Мы видели, что прошли люди с оборудованием, похожим на видеотехнику, и результатом этого, как вы знаете, стало видео, которое недавно вышло. Спустя 3 часа Максим Знак вышел один, Светлана не вышла к нам попрощаться. Максим ее видел, выходящей из кабинета, где она сказала, что она выйдет из другого выхода Центральной избирательной комиссии. Сейчас все очень сильно, как вы знаете, Светлана сейчас находится в Литве в безопасности. У меня, к сожалению, с ней нет связи, но все беспокоятся и спрашивают, что происходит с нами. Лично я остаюсь в Беларуси, я не собираюсь никуда уезжать. Я поддерживаю выбор Светланы. Я даже не могу себе представить, чего ей стоило принять это решение. Светлана, если ты меня слышишь, я тебя поддерживаю, ты герой, и ты сделала для Беларуси действительно и белорусского народа очень много. Я не буду повторять некоторые вещи, которые уже сказала до меня Мария Колесникова. Действительно, вчера совместно с командой штаба Виктора Дмитриевича Бабарики, я, Светлана Тихановская, мы подавали жалобу в Центральную избирательную комиссию. После этой встречи 3-часовой, учитывая то, что все 3 дня Светлана Тихановская и я после задержания Марии Мороз находились постоянно вместе. Она не спустилась к нам, не села в наш автомобиль, и связь после 19:00, после информации, которую нам сообщил Максим Знак после встречи в Центральной избирательной комиссии, со Светланой лично отсутствовала. Вечером вчера была освобождена Мария Мороз, руководитель штаба Светлана Тихановская, местонахождение которой нам не было известно все 3 дня. И вчера лично вечером у меня была встреча с Марией, и та информация, которую я комментирую, вчера и Светлана, и Мария покинули Беларусь, и белорусские власти вывезли их из страны. Эта информация подтвержденная, я лично могу эту информацию подтвердить. Я не знаю содержание разговора, которое происходило в здании Центральной избирательной комиссии, но я точно знаю, что без 10:04, когда мы расстались со Светланой, никаких намерений уехать из Беларуси у нее не было. Все предыдущие дни ни разу Светлана
таких намерений не озвучивала, что дает мне основание сделать вывод о том, что это решение было принято ей именно в этот момент и, возможно, под давлением белорусских властей. Самое важное сейчас, что Светлана находится в безопасности, она жива, она находится в Литве, и для нас ее решение было для команды неожиданным, но учитывая ситуацию и то, что происходит в Беларуси, и то давление, которое оказывалось на команду сначала Сергея Тихановского, потом команду Светланы, которую возглавила после того, как Сергей находился, уже был арестован, они беспрецедентные. Сначала члены инициативной группы задерживались, потом доверенные лица. Еще вчера происходили задержания команды Светланы, вчера были задержаны еще 2 охранника, которые находились с нами позавчера 24 часа в сутки. И, конечно же, сделать вывод о том, что Светлана сама приняла такое решение, не представляется возможным.